Друзья, всем доброго утра. Вот такое вот прекрасное солнечное утро. Легкий морозец, минус 6 градусов. И начинается новый день, 30 сентября. Третий день уже минусовая температура ночью. Днем где-то плюс 3, плюс 4. Ночью было минус 5 позавчера, вчера минус 7, сегодня минус 6 градусов. Озера уже все сковало льдом, но лед еще тонкий, опасный. Снега не было, но по-настоящему зимняя холодная температура вод. На заберегах появилась уже шуга, лед. Но, как мы видим, на Печоре еще льда нет, шуги нет. Вода еще относительно теплая, но она остывает с каждым днем. И если такая температура будет продолжаться, то очень скоро пойдет шуга. Это все обманчиво, друзья. 30 сентября, но это очень редко, чтобы встали озера, встала Печора. Хотя были, говорят, моменты 16 сентября падал снег и не таял. Ну, не знаю, посмотрим. По крайней мере, прогноз завтрашнего дня обещает потепление, плюсовая температура, дожди. И я так думаю, на озерах и снег еще растаял. Выехал с утра пораньше на речку. Он сплавился с деревни уже километра 2. Ни одной утки нет. Лодки ездят туда-сюда, ни одного выстрела вообще не было. Утки нет от слова совсем. Ну ничего страшного, основная цель у нас сегодня сходить на родословный путик, посмотреть его, давно там не был. Ну и пока нет снега, пособирать вот ягоду, а то с этой картошкой у меня даже ягоды в этом дома нет, в этом году. Сколько соберем, столько соберем. Одел перчатки, взял комбайн, потому что в такой мороз мерзлую ягоду собирать вообще не айс. Так что, может быть, увидим репца, может, боровую дичь. Жаль, конечно, не взял собаку, но пока я живу в деревне, мои все уехали домой, в райцентр. Генка учится, супруга работает. Но я здесь один. Вчера разделался до конца с картошкой. Основную часть уже отпустил в яму, семена на лето. Осталось совсем немножко, пару штрихов, и можно закрывать, так сказать, летний сезон проживания в деревне. Но потом уже конкретно займемся делами подготовки к зимовке. Потому что планы опять немножко не удались. Были планы восстановить путик, собрать ягод, собрать шиповник. Ну, будем надеяться, что еще осень будет пару недель, хотя и мы все это успеем. А пока выключаемся, наслаждаемся вот таким прекрасным солнечным утром. Завтра уже у нас уже октябрь. Октябрь уже наступил. Уж роща отряхает. Последние листы с ноги своих ветвей вдохнул осенний хлад. Дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотой своей и страждут озими от бешеной забавы. И будет лай собак, уснувшие дубравы. Как раз про это время года и рассказывается в этом произведении. Ну все, встречаемся на берегу, осталось совсем немножко. Прогуляемся по зимнему. Ну, скоро зима, чего ж теперь. По осеннему лесу. Пойдут дожди, но мне кажется, о, все. На скосе наехали на отмель. Взял опять лодку ПНД, и даже вот она остановилась. Сейчас оттолкнусь, подниму мотор. Не завожу мотор, потому что он полностью напрочь замерз. Забыл вчера. Что забыл? Мороз есть мороз. Надо было воду отпустить, просто редуктор. А я задрал и забыл, так оставил. Все замерзло. И без надобности лишний раз вообще не завожу даже. Днем будет потеплее. Ногу отпущу, воду отойдет. Днем заведу. Все, погнали.
Что я говорю, лодку взял ПНД, потому что на Казанке уже нигде не проехать. Вода мелкая, дождей нет. Она была начала от дождей немножко подниматься, сейчас она полностью опять упала. Все, погнали. Итак, друзья, большое дело начинается с большого чаепития. Взял чаек в термосе. В общем, мало того, что собачий холод, несмотря на то, что солнце, так еще и ветерок поднялся. Ветер южный, скорее всего, несет тепло, но пока очень и очень холодно. В общем, взял два ведерочка. Одно ведерко для брусники, второе, сейчас первым делом сходим на озеро. Взял с собой топорик и посмотрю, может уже пора выходить на первый лед. Лед есть, озеро закрыто, это точно. Озеро подо льдом, это 100%. Только какой толщины лед, я думаю, сантиметра 1,5-2, не больше. А с такой толщиной льда лучше не рисковать. Тем более ночью заморозки, днем плюсовая температура была и будет 3-4. Не то пальто, как бы еще рановато. Но на всякий случай сейчас сходим и посмотрим. Сейчас перекусим. Даже вон печенье и то замерзло, как зимой. Все во льду. Даже под солнцем не думает таять. Вон. Казанка бы давно уже вся обледенела. Все-таки пластиковая лодка легче. Я не знаю, и мне кажется, почему-то воды на нее поменьше намерзает, чем на Казанку. К алюминию все-таки вода прилипает, замерзает быстрее. Она нарастает, и получается, как плот едет уж потом вся во льду. На этой все-таки полегче двигаться. Ну все, перекусываем и посмотрим, что у нас с ледовой обстановкой на озерах. Друзья, вы не поверите, 30 сентября, считай, почти октябрь. А вот смотрите, нашел куст красной смородины. Листьев нет, а смотрите, сколько ягод. Я думал, она замороженная. Нет, уже на солнце растаяла. Ну вон, смотрите, какая красота. Так никто и не собрал эту красную смородину. Вот она. Вот ее сколько здесь висит. Вот такой вот урожай в этом году был. И никто не соизволил собрать. Ну ничего, птички соберут. Ну или я соберу. Тут как раз с одного куста только на мортик хватит. Вон. И это рядом с дорогой. Чудеса, да и столько. Народ зажрался уже. Рядом с дорогой, и то никто не собирает. Здесь вот кострище. Если помните, давным-давно, где-то года 3 назад, был ролик такой «Райское воскресенье». Супруга здесь отдыхали, разжигали костер, ели сало, пили чай. Коники наши деревенские гуляли. Тут туман еще щенком был. Это был, если мне не изменяет память, 17-й, нет, 18-й год, наверное. 4 года назад. Так, ну вот подходим мы к мосту. 3 года назад здесь было просто затоп. Большая вода была, наводнение. Все это было, мост был под водой. С Калиной мы хотели поехать на рыбалку на первый лед. Ручей еще течет. И здесь не смогли пройти. Столько воды было. Так что год на год не приходится. Один год большая вода, дожди. Это 19-й, наверное, был год.
Поливали дожди тогда все лето, и вода была просто огромная. Вот до сюда. А в этом году дождей не было, лето сухое, и вода летний уровень. Так, сейчас оставим ведро здесь и сходим на озеро, глянем. Первый лед наш. Да нет, друзья, вопреки моим ожиданиям, я думал, озеро все подо льдом. Озеро открыто. Видать, то, что дует ветерок и дневная плюсовая температура, не дают озеру застыть. Или вода еще теплая была. Так что вполне возможно, здесь могут быть утки. И как бы ухо надо держать востро. Вполне возможно, здесь могут быть утки. С травы взлетят и все. Вот как-то здесь 5 уток вот с этих кустов взлетело. Ну вот край немного, край затянуло тонкой корочкой льда. И все. А дальше вот все открыто пока. Так что с первым льдом я ошибся. Это просто тонкий ледок. Вон в начале озера тонкий-тонкий ледок. А дальше все пошло открытое. Сейчас прогуляюсь вдоль озера. Может быть, найду что-нибудь интересное. Озеро небольшое. От начала до конца где-то метров, может быть, 700-800, не больше. Вот с этой точки отлично просматривается все озеро. И там вот в конце озера вижу 2 черных пятнышка. Возможно, это утки. Так что, блин, жаль, нет бинокля. Вроде утки, да. Так что обойдем сейчас подальше это озеро и попробуем на них выйти. Правда, сидят они на противоположном берегу. Получается метров 50, наверное. Ладно, попробуем. Чем черт не шутит. Скоро, очень скоро, вот здесь вот мы будем рыбачить на зимнюю удочку. Здесь мы откроем первый лед. Ну, я так думаю, где-то через месяц. Дай бог, все уже замерзнет к тому времени. И мы сделаем праздник открытия зимнего сезона. Ладненько, пойдем прогуляемся. Да, что уж говорить о большом озере. Если даже вот это маленькое озерцо, и то вон часть озера открыта. А тут просто пленочка, тоненькая пленочка льда. Это ни о чем. Днем плюс, видать, то, что ночью замерзает, но днем тает обратно, на солнце тем более. Так. Ну что, тем временем подошли почти до того места. И все-таки это вроде бы утка, что-то белое пятнышко там. Походу хохлатая чернить на той стороне. Сейчас ближе подойдем, глянем. Не, это не утка.
Но проверить надо было. Так, друзья, с этого места начинается путик моего отца, который переходит от поколения в поколение. Но, судя по натоптанной тропинке, народу здесь бывает немало. Значит, ягода была, ягоду собирали. Так, включил камеру, потому что не знаю, как сейчас, но были добрые времена. Бляха. Так, супруга проснулась, звонит. Ладно, рекламная пауза. Так, ну а тем временем мы идем по тропе. Ягод не видим. Дичи не видим. Вот здесь уже видно, что тропа уже здесь заросла. Народ ходит по основной тропе, по центру бора, там, где есть ягоды. А тут, где был отцовский путик, там тропа уже вся заросла. Здесь уже народу ходит меньше. Так, руки не доходят у меня на восстановление этого путика. Вот такой вот классный беломошник. Слева болото, справа бор. И вот тропа. Вон, пожалуйста, старая петля. Вот, как мы видим, все заросло. Петля, вот она. Медная проволока. В принципе, даже не надо ничего менять. Просто поменять, обновить. Вон петля на рябчика тоже прогнила, упала уже. Все требует ухода, все требует работы. Это как минимум дня 2-3 работы. А у меня почему-то даже этого времени не хватает. То картошка, то сенокос, то рыбалка, то монтаж. Кстати, монтаж роликов тоже занимает очень много времени. Сколько снимаешь, столько и монтируешь, заливаешь. Ну, тоже для этого надо время. И до путика вроде бы появляется время немножко, как сейчас вот. А осень уже заканчивается. Хотя раньше 25 сентября, я так считаю, в лес ходить рановато еще по боровой дичи. Она растет. Но сейчас уже самый раз. Если октябрь будет без снега, то мы еще походим по лесу. Может быть, даже поставим несколько петель. Сегодня просто прогулка с разведкой. Посмотрим, что и как, чем дышит, что есть, есть ли порхалище. Может быть, увижу кого-нибудь. Так скажем, прогуляемся по сосновому бору. Хуже не будет. Несмотря на ветер и минусовую температуру, я весь употел уже. В общем, тропа вся завалена. Вышел на последнюю гривку уже. Ягод нет, дичи нет. Вот такой вот ветровал везде. Работать здесь не 2-3 дня, а неделю как минимум, наверное, надо. Не знаю, может быть, будет время, начну в этом году. А нет, так Роман приедет. Летом надо будет выделить 2-3 дня. И все это восстанавливать. В общем, нашел первые ягоды. Вот она, брусничка. Вот она. Ну, вот первые кустики брусники. Не будем проходить мимо. В общем, начинаем собирать. Заодно я остыну хоть немножко, а то весь употел. Так, аккуратно. Она сейчас ягода мороженая. Хорошо сходит. О, даже осыпается уже. Все, 3 дня минуса сделали свое дело.
Ни о каком повреждении кустов не может быть речи. Ягода сама вот падает уже раз. Все кустики остались на месте. Ничего не рвется. Вот теперь, после морозов, брусника приобрела, можно сказать, только что созрела. Вот она почернела. Сейчас она сладкая, вкусная, а не то, что, ну, практически уже, получается, октябрь месяц. А народ ее начинает собирать уже чуть ли не в августе, когда только-только начинает розоветь. Еще и пишут: продам, правильно продам, блин. Сами-то жрать не будут такую ягоду. Не, друзья. Бруснику, что клюкву надо собирать после первых заморозков. Сейчас она сладкая, вкусная, просто обалденная. Ее можно не замораживать, ничего, вот так вот в ведре или в ящик пересыпать, в пакет полиэтиленовый, и на балкон. И сохраняется просто изумительно. Хоть на пироги, хоть так вот поесть. Сейчас вот переносил бруснику последний раз, немного собирал. Генчик достанет мелкий чеплашечку, насыпет ягод, нальет туда йогурта. И с йогуртом я говорю: Ген, посыпь сахарком, вкуснее будет. Нет, говорит, папе, так очень сладко, очень вкусно. Так что это природные витамины, кладезь витаминов. И надо успеть. О, в тени еще ягода даже мороженая вся. А на солнце уже подтаяла. Ну вот. Первую кучку практически собрали. Запах в лесу, где растет багульник, просто обалденный. Все. Ну, не полный контейнер. Ну вот. Слышите, да, звук какой? Мороженая ягода. Вот эта брусника уже, можно сказать, созревшая. А не то, что в августе собирают. В общем, будем потихоньку идти. Где увижу ягоду, буду собирать. Птиц нет, это очень печально. Ну вот, судя по порхалищам, сейчас покажу, где мы раньше ставили петли. Она, в принципе, свежих нету. Старые порхалища, свежих нету. Ничего страшного. Все равно, рано или поздно, петли мы здесь поставим, путик будет восстановлен. Ну вот, друзья, подошли к крайней петле на этом участке. Вот такая вот петля была здесь, верховая, на рябца. Здесь гвоздик. Сколько лет? Лет, наверное, 30. Точно этой петле уже есть. Сюда ставится петля. Сюда рябина. Сюда рябина. Рябчик перебегает от рябины к рябине. Готово. И здесь мы постоянно останавливались с отцом. Он садился, не помню на какое дерево. Возможно, может быть, на это. Или вот на это, не помню уже. Перекуривал это дело. И два варианта. Или возвращались обратно, или шли дальше туда, на другой путик. Где-то, наверное, часа два ходьбы до другого путика. Здесь был раньше здоровенный муравейник. Или 30 назад медведь разворошил, и муравьи что-то ушли отсюда. Не стали больше заново выстраивать. Что-то кто-то копался тоже здесь. Курить мы не будем. Немножко передохнем. И повернем, наверное, обратно. И поищем ягоды. Будем заходить на те места, где раньше бывала ягода. Путик прошли. Ничего
обнадеживающего не нашли. Птиц нет, порхалищ новых нет. Ну что, участок находится не так-то далеко от деревни. Может быть, выбили, может быть, просто нет птиц в этом году. Ладно. Немножко грустно. Но ничего страшного. Все будет. Все впереди. Ну вот нашел вот такой вот участочек небольшой, но с ягодами. Ягоды не сплошняком, а на таких вот кочках она есть. Сама уже отходит. Так. Ну вот и первый контейнер полный. Самое приятное — это когда комбайн наполняется, и вот так вот этот звук жух, и сразу вот такое вот прибавление. Пол-литра как минимум помещается в комбайн. Вот такой вот спелой, отличной ягоды брусники. Самое вкусное, что из брусники можно сделать, это брусничный пирог. Иван Григорьевич постоянно раньше брал на рыбалку брусничный пирог. Даже делился рецептом. Все, говорит, очень быстро, очень просто. И он даже не супруга, а именно сам готовил этот пирог. Ладно. Дома почистим. Чем хорошо, вот с комбайном можно вот так закрыть. И лишний мусор, там иголки, ветки при сборе не попадают в ведро. И в комбайн вот они попадают меньше, и очень удобно собирать комбайном. Жалко, что сейчас такие вот комбайны не делают. Раньше при Советском Союзе, ну, это самоделка уже, а так хорошая штука. Так, ну что, поехали дальше. Кто-то мне говорил: вот ты любишь ягоды собирать. Да не люблю я. С детства ненавижу, но ну надо. Не буду же покупать, когда есть свои руки, свои ноги, ягоды, которые собраны чужими руками. Хрен его знает какими, чистыми, грязными. Может, он кое-что почесал, кое-где поковырялся, пошел ягоды собирать. Не, тут уже, я знаю, собрано своими руками, оно в 2 раза вкуснее. Вон тропа старая. И прямо возле тропы вот такие кустики брусники. Ладно, пока есть, пособираем. Сколько соберем, столько соберем. Наберем ведро, хорошо, не наберем, ничего страшного. Там я еще клюкву видел местами. Если не лень будет, может, еще и клюкву пособираю. Вот такие островки мне нравятся. Где трудно подлезть комбайном, я просто вот так вот руками собираю и туда же в комбайн кидаю, чтобы вещь удобная. Вот, а вот так вот раз, и смотрите сразу, сколько вот такие вот островки. Вот так багульничек убираю, чтобы не мешать. Раз, и сразу горсть такая. Раз, он раз, раз, раз. И дело вон сразу. Еще осталось. Давай доберем уже. Вот это хорошо. Вот так вот ведро вот оставляю и вокруг ведра собрал, высыпал. Есть, собрал дальше. Нет, пошел дальше.
И потом вот так вот. Движ. Раз. Вот. Уже литр есть точно. Ягода уже подмороженная, мягкая. Возможно, сок немножко отпустит, но ничего страшного. Ведро чистое, так что нормально. Вот. Четверть почти уже есть. Ну вот и все. На сегодня сбор ягод неожиданно заканчиваем. Резко просто прерываем. Ведро у нас так и не наполнилось. Давайте посмотрим. Высыплю еще один. Высыплю еще один комбайн. И все на сегодня. Хотел собрать ведро. Вот она черненькая такая. Самая вкусная брусника — это та, которая не красная, а черная. Но, к сожалению, уже морозы сделали свое дело. Черная-то она черная, вкусная, созревшая, спелая. Но уже прихватила морозами. Ничего страшного. Она зрелая. Треть ведра где-то. Почему прекратили? Как бы солнце еще высоко. Дело в том, что позвонил братан и сказал, что надо срочно съездить в райцентр, в магазин за джутом. Строить новый хлев для коров. В понедельник будем поднимать сруб. Нужен джут. Можно на мох сажать, но он решил не губить природу, не рвать мох. Надо купить джут, потому что в понедельник мы уже будем поднимать новый хлев. Как-то вот так. Но ничего страшного. Немного ягод мы собрались. Прогулялись по отцовскому путику. Погода прекрасная, не холодно, не жарко. И это здорово. Все хорошо, друзья. Скоро, так, завтра у меня рабочий день. Воскресенье, скорее всего, послезавтра. Попробуем. Правда, прогноз обещает дожди. Если дождей не будет, дома сидеть не будем, это 100%. Куда-нибудь да съездим. Так что всем, друзья, пока. Спасибо за внимание. И до новых встреч на канале Коми Рыбак.